Предпоследний день декады ингушского языка и литературы, стартовавший 17 февраля, становится поводом для важного разговора о судьбе этого уникального языка. В школах, вузах и колледжах Ингушетии проходят мероприятия, призванные сохранить и развить богатейшее культурное наследие. Глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале подчеркнул актуальность проблемы, обратив внимание на утрату ингушского языка в бытовой сфере и важность его изучения в семье. Напомню, в России появится государственный реестр языков народов страны. Президент страны Владимир Путин поручил до 1 мая разработать новый закон о языках, систематизирующий их статусы. Институт языковедения РАН уже подготовил реестр 155 живых языков, включая ингушский, и предложил программу их сохранения. О состоянии ингушского языка, вызовах и перспективах его развития, а также путях решения существующих проблем мы поговорим с Лидией Увойсовной Тариевой, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником отдела ингушского языка и Ингушского научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева. Лидия Увойсовна, приветствую вас в нашей студии. Я понимаю, что было бы правильно, конечно же, продолжить наше интервью на родном ингушском языке, но так как нас смотрят люди и далеко за пределами нашей республики, сегодня будем говорить на русском языке. Скажите, пожалуйста, глава Ингушетии в своем телеграм-канале обозначил некоторые проблемы сохранения ингушского языка, в том числе глава считает, что в семье исчезает ингушский язык и что надо говорить на своем родном языке больше в семье. Как вы думаете, какие вы видите проблемы? Какие, на ваш взгляд, существуют проблемы сегодня в сохранении ингушского языка? Ну, на самом деле так оно и есть. Прошла недавно декада, то есть она в завершении. И по следам этой декады мы можем сегодня констатировать, что ингушский язык – это язык, один из языков большой нашей Родины, России, и что он, его обычно называют на языковой карте мира вымирающим, а на самом деле этот язык функционирует, и функционирует достаточно активно. Но другое дело, какие из его сторон актуализируются. Актуализируется в наше время, вот в настоящее время, я могу говорить о состоянии его в ВУЗе или в научно-исследовательском институте. Здесь положение дел такое, что надо к языку подходить дифференцированно. Что это значит? Это значит, что последние выступления, последние мероприятия, которые прошли согласно этой декаде, они показали, что ингушский язык развивается. В чем я вижу его развитие, находясь в университете и одновременно еще и работая в научно-исследовательском институте. Я его вижу в том, что относительно недавно в ингушском языке открылся большой слой сильных синтетизмов. Ранее они не были исследованы, и они как-то стояли заморожены, и их не было видно. И это, естественно, новое направление в языке. Это направление, оно уже, на него обратили внимание, оно уже находится в разработке, и это направление, оно задействовано не только в Государственном университете ингушском, но также и в научно-исследовательском институте. Почему? Потому что работы здесь много. Мы с вами знаем, что ингушский язык – эргативный язык, по сути своей на сегодняшний день синхронно. Но в этом эргативном языке есть, в его начальной части есть направление в номинализм, а номинативный язык второй, которым мы владеем так же хорошо, как ингушским, это русский язык. И он номинативного строя. Элементы номинативного строя в ингушском языке вызревают, они налицо и они изучены относительно хорошо. А сама эргативность, вот то, что я называю, это тело нашего языка, оно где-то на 60%. Мы эргативные, по-ингушски это эргбианный мод. Понимали вот формулировки эргативные, что обозначает? Вот я и хочу сказать. По-ингушски это называется эргбиан мод. Эргбиан мод – это язык, обновленный за счет изменения. В свое время, я так полагаю, где-то 2500 лет назад он вышел из сильного синтетизма и стал эргбиан. Это значит, стал обновленным. Обновился за счет изменений и перешел в стадию эргативности. Но тот большой кусок синтетизма, который мы сегодня обнаружили и начали исследования в этом направлении, уже есть первые печатные работы, и ваковские статьи есть, и монография есть.
И уже просветилась дорога, которая, наверное, лет минимум на 15-20 займет, чтобы эти синтетизмы были изучены. Дело в том, что, ну, наверное, читателю или слушателю непонятно, что такое синтетизмы. Это, конечно, термин лингвистический. То здесь следует сказать о том, что когда мы современны, в современном эрготивном языке и в современном русском номинативном языке начинаем исследовать слова, то мы обычно начинаем со структуры. Почему? Потому что сегодня весь лингвистический мир знает, что структурализм где-то больше 100 лет господствовал. Это было господствующее направление, и на этом направлении сделано очень много, и все языки, почти все языки исследованы. А языков сегодня около 500. Это 500 языков – это литературные языки. Но кроме литературных языков мы же знаем, что есть диалекты, говоры и наречия, а это уже где-то за 6000 зашкаливает. И все они прошли через призму структурализма. И в конце прошлого века наметилось новое направление, это, естественно, антропоцентризм. И в русле антропоцентризма сегодня обнаружились как раз эти сильные синтетизмы. В чем их суть? Я скажу просто, чтобы обычный не лингвист понял, в чем проблема. Если мы начинаем изучать какой-то пласт лексики, ну, например, структурно, то мы выделяем в школьной программе или вузовской, мы выделяем сначала его флексию, корень и так далее. А есть слова, которые ты пытаешься выделить в нем эти же составляющие, то есть эта тенденция, она была заложена структуралистическая еще немецкими исследователями во главе с Вильгельмом фон Гумбольдтом. После него язык и стал наукой, после его взглядов, после работы немецких философов и немецких лингвистов, но не по профессии лингвистов. Но они делали лингвистические работы. Вот начиная с их работ, эта модель структуралистическая, она обошла весь мир. Поэтому у нас сегодня есть типологическая, мы ее называем, или морфологическая классификация. И когда мы перешли на новый взгляд, то есть посмотрели на язык как сквозь призму антропоцентризма, а это значит, я исследую язык в человеке и человека в языке, то здесь как раз эти сильные синтетизмы ингушского языка и обнаружились. И получилось так, что когда мы начали применять структуралистический анализ к пласту лексем, каким-то другим грамматическим единицам, вдруг обнаружилось, что они не выделяют эти составляющие структуры слова, они просто рассыпаются сами на слова. Это и есть синтетический язык, который нам в дар от прошлого синтетического языка, по-ингушски он называется «котебен-мот», и он обнаружен, и я думаю, что вымирающий язык открыл новое направление. Это как-то звучит как оксюморон. И для меня это хорошая тенденция, и тенденция, которая говорит о том, что это не вымирающий язык. Другое дело, если мы эти синтетизмы отнесем к вымирающим части языка. Я так полагаю, что эта часть представляет собой где-то 30 или 40% от нашего общего, эрготивного и в будущем номинативного языка. Но эти 30 или 40%, они же должны быть изучены, и они должны занять свое место в структуре современного эрготивного языка. Скажите, пожалуйста, проблема единого словарика, есть ли у нас ингушский словарь ингушского языка? Потому что возникают очень часто вопросы в том или ином предложении, или же в тех или иных словах, и бывают расхождения очень часто. Появится ли у нас единый ингушский словарь? Такое понятие «единый ингушский словарь» его нет в природе. Словари, они разные. Они разные по цели, назначению, содержанию. И этих словарей в ингушеведении, скажем так, есть где-то около 50. И они разные. Если вы хотите сказать какой-то большой словарь, который наиболее аккумулировал, накопил слова ингушского языка, то да, такие словари есть. Это один из них. Сейчас, в данный момент, собирается большой словарь, где-то 100-тысячный. А такие словари аспектные, их много. И материал из них
извлекается в один большой словарь. И мы можем скоро, я не знаю, насколько это скоро, потому что быстро словари делать невозможно. Просто почему-то в разных словарях по-разному трактуются те или иные слова. С чем это интересно? Вы связано? знаете, слова же многозначные, во-первых. Во-вторых, слова встречаются вариативные. А в-третьих, это вопрос диалектов. Вопрос диалектов, он должен быть опять поднят, потому что он однажды был поднят в 1938 году, когда была специальная комиссия, и когда тогда была сделана попытка создать единый чечено-ингушский язык и чечено-ингушские диалекты. Попытка эта не увенчалась успехом, потому что каждый язык разошелся по своим домам, а вот диалекты, они остались, до них руки не дошли. А вот сейчас, когда обнаружились сильные синтетизмы, и когда в этом направлении начали работать, эта проблема опять выплыла. Надо будет определиться с диалектами ингушского языка. Диалекты ингушского языка должны вернуться в ингушский язык, и должны они здесь быть точно так же, как и новое направление, которое сегодня разрабатывается, и изучается, и трактуется, и импретируется. Они должны быть определены на основе научных, я скажу, методик. Я бы сказала, не то что одного метода, двух методов, а вот методик, тех методик, на которые указывал Томас Кун. Он был за парадигмальную методологию и за парадигмальную науку. То есть в основе изучения науки должна лежать целая парадигма языков, и парадигма методов, и парадигма направлений. То есть их надо как-то комбинировать так, чтобы сегодня мы могли показать истинное лицо ингушского языка. Как вы думаете, достаточно ли на сегодняшний день часов ингушского языка? Наблюдается увеличение часов или же все-таки уменьшение за последнее время? Слов? Часов ингушского языка в школах. В школах? Да. Ну, я этой стороной не владею, но я была однажды на заседании в правительстве, и я видела, что там над этой проблемой работают. И проблема, конечно, стоит серьезно. Они не должны быть ни в коем случае сокращены, наоборот, они должны быть увеличены, я так думаю. И я думаю, что в этом направлении какая-то политика ведется в республике, и рассчитываю, что это будет такое позитивное, положительное направление, которое продвинет наш язык вперед. Как вы думаете, в дошкольном общеобразовательном учреждении с малых лет должны прививать ингушский язык? Как вы смотрите на то, чтобы там буквально внедрить буквально час и пропагандировать, именно популяризировать ингушские мультфильмы? Мы знаем, что общественники Ингушетии также занимаются и разработкой, озвучкой таких мультфильмов на ингушский язык. Как бы это отразилось на сохранении ингушского языка, если бы отводили специальное время, больше показывали бы мультфильмы на ингушском языке? Ну, ингушские мультфильмы на ингушском языке, они сегодня, как я знаю, их очень много. Там работает целая команда ребят, очень талантливых ребят. Там есть парень такой, который хорошо владеет ингушским языком, и его семантикой, и его структурой. Это Ильяс Матиев, и я была с ним на связи одно время, и я знаю, что эти мультики увеличиваются. Ну, конечно же, не только эфирное время, их можно выкладывать и у себя дома, детям ставить параллельно с мультиками на других языках, потому что есть мультики на арабском языке, у нас арабский язык тоже получил свое большое развитие и свое место занял в республике, потому что это язык нашего духовного развития, нашей религии. И у нас, естественно, хорошо поставлено с этим и на русском языке, потому что это язык, второй язык, который мы также хорошо знаем, как и ингушский язык. Ну, вы правы, есть еще и английский язык, когда идет, они засилили это, и как это отразится на человеке, особенно на маленьком, которому надо будет одновременно изучать и английский, и арабский, и ингушский, и русский язык. Ну, с малого возраста, если это все прививать, ничего в этом тяжелого для ребенка нет. Энергия она тратится с малых лет, и эту энергию можно направить правильно на овладение языками теми, которыми ты хочешь владеть, но не навязывать их.
Скажите, пожалуйста, что предпринято научно-исследовательским институтом для решения проблем, которые стоят с ингушским языком? Например, в 90-х, нулевых годах, мы знаем, существовала правительственная программа, которая помогала развитию ингушского языка. Сейчас есть ли такая программа? И если есть, как она работает? Я думаю, что программа эта всегда была, она есть. Работает она, правда, по-разному. В зависимости от, наверное, каких-то условий, которых я... Вот языковую политику очень не сильно ею владею. Но я владею тем, что происходит в научно-исследовательском институте. Здесь организовано открытие центра ингушского языка, и этот центр будет реконструированный, не такой, который был раньше. Раньше тоже был центр ингушского языка. Здесь будут какие-то преобразования, и раз они есть, значит и языковая политика в этом направлении, по-моему, работает. Как вы думаете? Дай-то Бог, чтобы она имела какие-то, не останавливалась и имела свои результаты. На сегодняшний день какая работа проводится институтом по совершенствованию, развитию? Я знаю, целые отделы сосредоточены, да? Да, в научно-исследовательском институте он научно-исследовательский. И он занимается как раз научными исследованиями. В этом направлении делается большая грамматика, такая, я бы сказала, глобальная для ингушского языка. И ее в 1-2 дня не сделаешь. И она делается по разделам, потому что язык — это структура, это система. И поструктурно она где-то уже больше половины сделана, и она продвигается туда вперед наверх. И там же в научно-исследовательском институте делается большой словарь, который, это словарь толковый, и он тоже не может быть сделан в 1-2 года. Понятно почему. Потому что полисемию, например, полисемию ее за один раз не предусмотришь. Надо в это дело погрузиться и на месте понять, что происходит. Если слово термин, то ты дал ему одно определение и пошел дальше составлять словарь. А если у него 2 значения, а если у него 10, а если 20? Поэтому в этом направлении работа там тоже активно идет. Почему, по вашему мнению, говорят, что ингушский язык, он находится на стадии вымирания? Мне кажется, проблема не настолько серьезная, потому что носитель же есть, да, получается, и численность населения, наверное, тоже отражалась при составлении этих списков. Вы знаете, критерии... По-вашему, настолько ли сильно страдает сегодня ингушский язык? Я об этом сказала в самом начале, мое представление. Этот язык, здесь 3 ипостаси. Самая большая — это эргативность. Вторая — номинативность. Нет, вторая — сильный синтетизм. И третья — номинативность. И по-моему, как раз вымирающая часть — это сильный синтетизм. Но это естественно. Это когда язык снимает с себя старое облачение и облачается в новое. Поэтому его ингуши и назвали эргбян мот, обновленный язык. Но в нем эти синтетизмы сидят. И хорошо, что они сидят. Почему? Потому что, когда начинаешь их исследовать, ты начинаешь понимать, что это целая летопись языка. Это просто прекрасно, когда погружаешься в прошлое языка, и там обнаруживаются новые слова, новые значения, и новые связи слов, и новые мысли. И ты понимаешь, как раньше ингуш разговаривал, как он мыслил. И это очень прекрасно, что ты смог сегодня их обнаружить и погрузиться в это. Но если вымирает только эта часть, то это естественный процесс. Но чтобы в целом вымирал язык, вымирает, я не знаю, какими критериями думает, например, Запад, который зачислил наш язык в разряд вымирающих. Другое дело, если судить по числу говорящих. Но там тоже надо подходить дифференцированно, надо дифференцировать дошкольный возраст, школьный возраст, потом начальную школу, и вплоть до вузов и до стариков. Очень часто слышу от нашего старшего поколения, что они любят читать наших великих ингушских классиков, которых у нас очень много, которые читают не только в нашей республике, но далеко за пределами и Северного Кавказа, и по всей стране. Сейчас этих книг в последнее время мы замечаем все реже, их практически нет на прилавках. Как вы думаете, если бы мы начали процесс переиздания этих бессмертных произведений, заинтересовалась ли молодежь изучением их произведений?
Можно ли внедрить какие-то аудиокниги или же электронные книги для того, чтобы популяризировать наш язык? Процесс электронных книг, он запущен, и какие-то книги уже есть. Я видела литературу таких наших классиков. И видела, что с ней работают, и в ВУЗе работает, и в институте работает, потому что всегда извлекаются, иллюстративный материал извлекается из них. Но то, что касается переиздания, есть такие книги и такие материалы, которые требуют своего переиздания. И если бы в этом направлении была поставлена хорошо работа, это сильно продвинуло бы язык вперед, в этом я уверена. Благодарю вас за то, что вы пришли, ответили на наши вопросы. Баркалхан Схаярах. Напомню, что у нас в студии была Лидия Увойсовна Тариева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела ингушского языка Ингушского научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева.